В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. С каждым годом в Якутии растет число интересных социальных, патриотических и культурных проектов, участвующих в конкурсах различных грантов. В том числе и для молодежи. О проведении образовательного интенсива «Гражданские выходные» для некоммерческих организаций в Намском Улусе мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Андрей Сосновский, заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Андрей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, расскажите, каковы результаты прошедших гражданских выходных, которые прошли на прошлой неделе? В Намский район мы выезжали двухдневным образовательным семинаром. Вообще мероприятие «Гражданские выходные» у нас реализуется с 2019 года, поэтому это флагманское мероприятие министерства. И очень рада, что именно в Намском районе мы получили такую большую поддержку и отклик от общественных организаций, молодежи и в целом от активистов. Потому что было более 120 человек, они участвовали в частности во всех образовательных площадках и даже, что очень приятно, более 50 из них потом остались на индивидуальные консультации, то есть у них были конкретные какие-то предложения, идеи, которые они хотели обсудить с теми экспертами, которых мы привозили в район. А мы обычно, конечно же, привозим широкий спектр всех экспертов. Естественно, программа гражданских выходных у нас формируется совместно с районом. То есть мы заранее отрабатываем, всегда согласовываем повестку с районом, что было бы интересно, какой есть запрос у населения. Например, в этом году и вот в этот выезд в Намский Улус мы непосредственно взяли с собой экспертов по благотворительному фонду Тимченко, потому что именно в этом фонде есть проекты, которые связаны с развитием малых территорий, малых поселений, поселков. И это очень интересно, потому что кроме города Якутска практически вся Якутия состоит из маленьких поселков. Ну и, конечно же, мы с активистами обсудили нововведение, в частности, платформу «Электронный бюджет», на которую переходят все субсидии, все финансовые ресурсы будут проходить через нее. И, конечно, представители некоммерческого сектора переживают именно с тем, какие особенности повлечет именно этот переход. Это такая самая основная тема. Ну, это были основные запросы именно района, чтобы эти темы были отдельно подсвечены. Конечно же, мы отдельно поговорили о территориальных общественных самоуправлениях, потому что это является, скажем так, опорными точками для каждого поселка, поселения. Именно эти активисты, их более 1000 в Якутии, и поэтому, конечно же, мы отдельно говорили про них. Конечно, мы отдельно поговорили непосредственно про нововведение, например, территориального управления Министерства юстиции. Это их новый портал, который тоже они презентовали перед населением. Фонд статистики также напомнил о важности статистической отчетности непосредственно для представителей НКО. Эти вопросы у нас были в повестке, потому что они являются значимыми для каждого общественника. Без них как бы невозможно устойчивое, успешное развитие сектора НКО. Ну вот вы сказали, что было очень много экспертов, да, и тренеров. А как они отбираются? Какие-то критерии, возможно, есть отбора? На самом деле мы, как я уже начал говорить, да, формируем повестку вместе с районом. То есть у нас гражданские выходные вот с 2019 года существуют. Они претерпели, наверное, такой, всегда под каждый район программа индивидуальная. То есть есть, конечно, обязательный момент. Это мы всегда говорим про гражданскую активность, устойчивое развитие. Это те темы, которые сквозной нитью идут через каждую программу, но при этом, конечно же, мы всегда хотим услышать отклик района, чтобы им было интересно. Например, какой-то район хочет проводить более мастер-классы, например, по публичной презентации проектов. Это было в Усявданском районе, да, это было в Усявданском районе. Где-то есть запрос на какие-то групповые психологические тренинги для общественников, чтобы больше эксплуатить и создать какие-то сообщества. То есть все индивидуально подстраивается от каждого района. Экспертов мы всегда формируем в партнерстве с нашими уважаемыми ресурсными центрами. Мы отправляем запросы, смотрим также по победителям. Вообще сейчас, наверное, последний год-два есть большой запрос на такое обучение, называется «равный равному». То есть когда победители тех или иных конкурсов, тех или иных проектов рассказывают потенциальным участникам свою историю успеха. И это очень сильно заряжает людей, с одной стороны, да, показательно. С другой стороны, это их мотивирует. То есть они показывают, что такой же человек, как он, проживающий в одной республике, возможно, в одном районе, может выиграть, и все реализуемо. И на самом деле истории успеха очень разные. Каждая организация, подсвечивая, она говорит о тех трудностях, о тех нюансах,
при разработке проекта, при, возможно, уже реализации проекта, с которыми они столкнулись. И это заставляет общественников задуматься, потому что, возможно, даже если мы будем приглашать каждый раз только организаторов, они видят с другой все это стороны, да, возможно, и, конечно, получится другая обратная связь. А вот сейчас, вот последний год, мы стараемся именно делать такое обучение и приглашать именно уже тех людей, которые имеют либо большой опыт участия и историю побед, чтобы они могли сказать именно с вершины своего опыта о тех нюансах, с которыми они столкнулись. Ну, это, скорее всего, работает, да, действительно? Да, это очень сильно работает, заряжает, потому что без этого, на самом деле, наверное, невозможно поверить в свои силы. Обычно, когда вот после этого обучения общаешься с участниками, самое трудное, говорят, это зайти куда-то, подать заявку или сформировать проект. То есть или даже вот просто не забыть сделать какое-то действие, потому что все действия имеют свои сроки, и это самое сложное для многих общественников, потому что полет мыслей, кризиса идей у них нет, то есть у них всегда есть определенные идеи, определенные проекты, но вопрос, как их грамотно именно упаковать, систематизировать и как потом именно идти поэтапно к их реализации, это тоже очень важно. А с какими социальными проектами участники чаще всего приходят? Конечно, очень много сейчас социальных проектов направлено на поддержку семей, находящихся чьи члены находятся в зоне СВО. Это первоочередная задача, и я очень рад, что наши активисты это понимают. Всегда, наверное, и сейчас особенно стоит актуальным тема патриотического воспитания, работа с подрастающим поколением. Мы видим, как, собственно, наши общественники, которые в большинстве своем являются возрастными людьми, хотят создать эту нить преемственности поколений, что тоже очень важно, чтобы это все шло как бы сквозной нитью, и чтобы их опыт, он не терялся. Вот. И тем более сейчас, когда мы говорим про лето, поднимались темы, например, летнего досуга несовершеннолетних. Можно ли или как это сделать именно как в виде проекта. Потому что мы прекрасно понимаем, что не у всех есть возможность вывозить куда-то, да, и это в своем районе организовать качественный, хороший летний досуг, это тоже такой социальный проект. Вот. И, конечно же, очень много проектов, которые связаны так или иначе с помощью, например, старшему поколению. Тоже есть такие хорошие были инициативы именно в Намском УВУСе, которые обсуждались. И развитие детского и юношеского спорта. Потому что сейчас, мне кажется, очень активный запрос именно на развитие и оснащение тех или иных секций, тех или иных залов. И, конечно, люди приходят с запросом, то, что количество желающих принять участие в секциях растет, надо непосредственно наращивать обороты. И вот эти вопросы тоже ставились. Я знаю, что вы также в рамках гражданских выходных встречаетесь с главами наследков. Да? Какова вообще цель, какие результаты? Да, это на самом деле тоже относительно свежая инициатива. Наверное, первый раз мы эту площадку провели где-то год тому назад. И эти площадки очень хорошо себя рекомендуют, потому что главы наследов поселений, они непосредственно работают с населением на местах. Они видят своих активистов, потому что, численность поселений у нас небольшая, все как на ладони, как говорится. Они видят, кто именно хочет какие проекты реализовать, кто чем, как говорится, заряжен и какие улучшения может привести в свой наслед и поселение. У нас отдельно есть направление, это поддержка территориальных общественных самоуправлений. Мы, конечно же, говорим об этом. При этом мы всегда говорим о том, что таким творческим, идейным общественникам нужна поддержка. Поддержка даже, мы не говорим про финансовую, мы говорим прежде всего про ресурсную. То есть нужен какой-то человек, который будет обучен, в том числе по линии министерства, непосредственно помогать людям упаковывать их идеи, как-то говорить, какие ресурсы они могут использовать. Конечно, мы всегда говорим с главами о том, что нужна и имущественная поддержка, то есть нужны какие-то общественные пространства, какие-то зоны, где на самом деле вот общественнику ему много-то не надо. Если мы будем смотреть про многие общественные пространства, они базируются там в школах, в библиотеках, где просто, говорится, тепло, светло, есть интернет и компьютер. Вот. Это такие базовые требования для создания общественного пространства. Вот. И все по силам. Самое главное, конечно, задуматься об этом. И вот именно с целью этого, чтобы главы поселений, главы наследов об этом задумывались, мы проводим такие встречи, говорим, подсвечиваем, всегда едем со статистикой. То есть по каждому району, по каждому поселению мы показываем, что вот у вас
есть такой опыт участия в тех или иных конкурсах, у вас есть такие-то победители, чтобы они тоже, даже если они с ними не сталкивались, чтобы они имели в виду, что в их поселении, в их УВУСе есть такие люди, которые уже зарекомендовали себя в успешной реализации тех или иных проектов. Мгм. А возможно, куда-то еще планируются тоже выезды с аналогичными мероприятиями и когда? Ну, мы всегда в министерстве стараемся охватить большую часть республики, хотя республика, конечно, у нас необъятная, за 1 год. В прошлом году, например, мы посетили 19 УВУСов. В этом году мы уже выехали в 3 арктических района, выехали вот в Хангавасский, в Намский и в заречную группу УВУСов. Даже несмотря на паводок, мы возвращались во время как раз паводка. У нас помимо, например, гражданских выходных есть общественные десанты, которые организуются уже ресурсными центрами на общественных началах. Мы поедем в Вилюйскую группу УВУСов и вот сейчас в планах поехать также еще и в Мирный. Так что еще минимум 5 районов мы собираемся охватить. Это вот ближайшие такие планы. Мгм. А какой самый отдаленный район у вас был вот с такими тоже выездами? И, скорее всего, там есть какие-то особенности, да? Вот? Ну, вообще, Якутия у нас очень разная, у всех свои особенности. Мы часто выезжаем, как говорится, от юга до севера. То есть, если мы будем, например, сравнивать Южную Якутию, там Нерюнгри, Аудан, или, например, Анабарский или Вена-Батантайский район, то, конечно, там своя специфика есть. Даже Арктика у нас очень разная, потому что, когда мы говорим про те районы Якутии, где очень развита промышленность, то их больше интересует все-таки презентация своих проектов перед какими-то промышленными компаниями. Если мы говорим про, например, Якутию центральную, то они все-таки больше ориентированы на какие-то конкурсы. Их интересуют именно правила, особенности этих конкурсов. Так что в целом, опять же, вот особенности гражданских выходных там, или общественных десантов, когда уже общественники выезжают, в том, что программа формируется именно под каждый район отдельно. И мы стараемся именно заинтересовать общественников района, саму администрацию района, чтобы в партнерстве вот создать такое сообщество. В прошлом году, вот прошлой зимой, когда мы выезжали в Аудан-Нерюнгри, мы, помимо прочего, конечно же, сделали площадки работы с подрастающим поколением, с юноармейцами, с патриотическими движениями именно молодежи, потому что мы везли с собой Героя России, и мы понимали, что есть запрос на встречу с ним, и, конечно же, получили полные аудитории, и всегда было очень много вопросов именно от подрастающего поколения, именно военно-патриотических клубов, юнармии, там, других организаций. Это очень радовало всегда. Вот. Когда-то, например, в 2023 году, когда мы ездили в те же районы, был запрос уже больше на творческие мастер-классы, потому что тогда, например, люди старшего поколения, молодежь, у них были свои, но не было, скажем так, постоянного именно тренера по тем или иным направлениям, и мы привезли к ним, чтобы он провел такие мастер-классы для них, в том числе и для их тренеров, и это было тоже очень здорово, большие охваты. Хотя, казалось бы, один и тот же район, но спустя, грубо говоря, 1,5 года уже запросы абсолютно меняются. Вот. Поэтому в этом и есть, наверное, особенность этого проекта. Он вот живет с 2019 года, ну, несмотря на, конечно, небольшой ковидный перерыв, и будем надеяться, что и дальше также будет продолжать свою жизнь, активно реализовываться и всегда набирать полные аудитории и именно вовлеченных общественников, потому что без вовлечения общественников невозможно, собственно, успешно реализовать этот проект. Всегда должны быть вопросы, обратная реакция. Например, вот в Намском УВУСе то, что меня порадовало, это именно большой запрос граждан, которые остались на индивидуальные консультации. То есть, понятное дело, есть особенности, что люди иногда стесняются задавать вопросы публично, вот, но при этом с этой целью мы всегда выделяем время на индивидуальные консультации. И вот в этот раз прям был огромный охват их, то есть более 50 человек, там 40 где-то процентов аудитории остались потом со своими вопросами. Мгм. Ну что ж, Андрей Александрович, спасибо вам за интересную беседу, что уделили время и ответили на наши вопросы. Вам спасибо. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи.